миалгия, стероидная миопатия, мышечная слабость, мышечная атрофия, нейропатическая атропатия, боль в области живота, диарея, дислепсия, тошнота, психические расстройства, перепады настроения, изменение личности. Это наша красавица здесь. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, красавица. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас самочувствие, настроение как? Кто больше всех домой хочет? Как бы им ни хотелось, домой. В этом году это не лучшее решение. И тут лазарет, и дома лазарет. Практически каждая из 43 находящихся в акушерском госпитале РКБ рожениц уже на поздних сроках подхватила заразу не где-то снаружи, а внутри семейного очага. Очага инфекции зачастую. Непривитый муж принес домой немалую дозу. Вот это наиболее частый ответ. Муж не болеет. Муж, мама болеет. Муж и мама болеет, да? Дома. Никто не привитый, да? Никто не привит. Вот и Богданова. Что такое? Что, животик? Животик, Что что ли? такое? Дышать тяжело? Животик? У этой девушки были преждевременные роды. Началась нехватка кислорода у ребенка, которого уже нужно было спасать. Роды в 32 недели. 800 килограмм. Для нас богатырь, говорят врачи, и они не шутят. Теперь это новая норма. Ее ребенок в этой новой норме, и он не инфицирован, что тоже нормально. Давайте сразу кое-что проясним. Вероятность того, что ребенок в утробе будет инфицирован мамой, очень невелика, почти ничтожна. 230 родов приняли в РКБ у таких мам, и лишь у 3 новорожденных обнаружен ковид. Наверняка это случилось либо в процессе, либо уже после родов, когда младенец очень уязвим. Но состояние мамы во время беременности часто губительно отражается на малыше. Худшее – это тромбирование плаценты, гипоксия, нехватка кислорода плода, ну и прочие прелести болезни. Отсюда частые выкидыши, частые преждевременные роды, роды как спасение. Сегодня и то, и другое выросло в несколько раз. Мы чувствуем эту разницу. В прошлом году их было меньше. В этом году стало больше беременных. На самом деле половина из них очень тяжелые были. Они почти половину прошли через реанимацию. Но, слава богу, все хорошо. Если будет вакцина, которая будет адаптирована для беременных, я буду 2 руками голосовать «за». Потому что мы все видим, сколько этих беременных и как это печально может завершиться. Медленное заживление ран, истончение и снижение плотности кожи, подавление гипофизарно-надпочечниковой системы. Вакцина, по сути, есть уже сегодня для некоторых из них, но об этом чуть позже. Похоже, нам просто необходимо затвердить самые элементарные правила. Для этого ненадолго покинем РКБ и отправимся в 7-ю горбольницу. У нас целое крыло занимает вот этого 3-го этажа все беременные. Мы вынуждены были ординаторскую и процедурный кабинет также развернуть, потому что эти пациенты беременные идут со средней и тяжелой степенью риска. Еще 40 беременных, но будет больше. По 10 новых пациенток каждый день принимает госпиталь. Пульмонологи, инфекционисты и терапевты на круглосуточных сменах. Здесь первый триместр, сроки до 22 недель. Эти девушки теоретически имели возможность получить вакцину, но здесь нет привитых беременных. Их нет нигде. А вас заразило окружение ваше, да? Получается, муж первый Муж заразил вас. Вы сами привитые? Нет. Нет. Ну вот. А муж? Муж тоже нет. Нет. Я, так как мама 3 детей, постоянно нахожусь дома, меня, естественно, муж заразил. Пришел домой и заразил. А он, конечно, не привитый был, да? Нет. И думала, что он не заболеет, но вот видите, его подвела вот эта его уверенность в себе. А мужья у кого-то есть привитые? Нет. Ни у кого. Будет у всех. Теперь будет, да? Вакцинация, конечно, не способна защитить от заражения семейную пару на 100%, но это тот минимум, на который всякий раз надеются врачи госпиталей и всякий раз обманываются в своих надеждах.
Никуда не денешься от закономерностей. В больницах мы видим лишь совсем беззащитных будущих мам. Поэтому давайте затвердим эти два несложных правила на этот сложный период. Первое. Вакцинироваться женщине можно за 2-3 месяца до предполагаемой беременности. Второе. Если по какой-то причине это не удалось или невозможно сделать, необходимо привить все окружение будущей мамы. Самых близких. Призываем еще раз родственников прививаться, особенно у тех, кто есть, где есть беременная женщина на любых сроках, чтобы родственники, чтобы ребенок не был выписан в очаг, и женщина. Это минимизирует риски. Сейчас я, наверное, обращаюсь не к беременным, а к их окружению. Для того, чтобы беременная была в безопасной обстановке, жила и мама кормящая, нужно, чтобы все в семье, все, кто предполагает с ней общаться, привились и были безопасны. Вот это первое, что надо сделать всем. Остеопороз, остеонекроз, артралгия, миалгия, стероидная миопатия, мышечная эмоциональная лабильность, нестабильность, беспокойство, спутанность сознания, бессонница. А этот список меж тем все никак не кончается. Тот самый список, который сегодня не изучает никто, а надо бы знать каждому. Но каждый сегодня специалист по вакцинам, и то лишь по темной обратной стороне этой луны. Я в прививку, если честно, я думала, за свой организм. Не то, что не верила, но думала, что мой организм справится. Сейчас я уверена и даже своим знакомым и родственникам говорю, что нужно все-таки по возможности прививаться. Эта многодетная мама, конечно, получит вакцину не так скоро, но что, если бы она нужна была уже сегодня? Возможно ли это? Возможно ли вообще прививаться беременным? Это самый частый вопрос. Попробуем пролить хоть какой-то свет. Есть небольшие новости. Открываем инструкцию к спутнику, это новая редакция от 25 июня, и читаем. Применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Это новость. Ранее было написано «препарат противопоказан при беременности». В каких случаях польза превышает риск? Открываем новые рекомендации Минздрава России по беременным от 5 июля. Целесообразно проведение вакцинации препаратом ГАМ-ковид-ВАК в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности. И вот группы риска. Беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Итак, вакцинироваться только спутником. Беременным из группы риска можно. Можно с 22 недель. Вакцинация при грудном вскармливании по-прежнему противопоказана. Конечно, это пока лишь теория, основанная на небольших клинических исследованиях. Большие еще впереди. Но и это огромный шаг вперед. Но мы надеемся, что это все-таки для беременных прививка будет, и наш госпиталь закроют. За 1,5 года с начала эпидемии только через 2 госпиталя в Казани прошло более 1700 беременных женщин. Увы, конца края этой очереди не видно. Сегодня весь мир в этом интересном положении. И весь мир ждет новостей. Повышение внутричерепного давления, псевдоопухоль головного мозга, судороги, амнезия, когнитивное расстройство, головокружение, головная боль. Я попытался прочитать хоть немножко из вот этого огромного списка побочных действий препарата Митипред. Это антикоагулянт, которым лечат здесь девушек, и вообще всех остальных пациентов. Вот этот список. Вот представьте себе, я прочитал наверное, столечко, один маленький абзац за весь этот сюжет сегодняшний. И вот он перед вами выбор. Что вам делать? Делать ли вам вакцину, которой якобы огромное количество побочных эффектов, на самом деле вот столько, если вы посмотрите на инструкцию, или лечиться вот этими препаратами, которые совершенно вам неизвестны, у которых огромное количество этих побочных действий. Что вам делать? Выбирать риск, который у вас там, небольшой риск, или риск, который у вас здесь, намного больше, намного более серьезный риск для вашего здоровья.
Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.